Но продолжим наши булатные эксперименты. Итак, мы имеем первый вид булата, полученный методом отжига по аносу из заводской стали. Несколько комментаторов, которые считают себя умнее аносу, пишут, что при аносу и не было заводской стали типа У-10 или ШХ-15. Ну, допустим. И тут же вдогонку приводят мне другого уважаемого ими мастера, который варит аналогичную заводскую сталь в тигле и называет ее булатом. Логика парадоксальная, но это факт того, о чем я говорил в прошлом видео. Любой мастер, даже я, вольно или невольно создает вокруг себя секту, которая будет верить любому его слову, даже не понимая половины того, что он говорит. Еще смешнее строить уважение к тому или иному мастеру, даже не имея ни одного его ножа. Переходим ко второму виду булата, полученному из той же заводской стали методом плавки ее в тигле. От булата первого типа этот булат отличается тем, что его положили не в стальной контейнер, а в керамический и нагрели на несколько сотен градусов выше. От этого чуда та же заводская сталь, что и в первом варианте, должна вдруг сразу превратиться в настоящий булат. Это, наверное, тоже сомнительно. Хотя изменения структуры присутствуют как в первом, так и во втором варианте. Отличить их будет не так просто, если вообще возможно. К тому же тут также подходит тезис комментаторов, что в древности не было заводской стали, поэтому, следуя их логике, второй булат тоже не настоящий, и этот уважаемый мастер тоже жулик, как и я. Поэтому сегодня мы будем рассматривать самый настоящий вид булатов, третий тип, к которому уже никто не сможет придраться. Хотя у диванной аналитики нет границ. Уважаемый мастер из Словакии Бронислав пожертвовал мне на опыты булат, сделанный по настоящей технологии из того, что использовали в древности, а именно из руды. Я далек от металлургии, тут длинная и мне не сильно известная технологическая цепочка, но показать могу. Вот болотная руда, лимонит, которая обожжена, после истолчена, потом сплавлена в металлический гриб, по-нашему это больше похоже на крицу. Вот тут еще добавки другой руды, лимонит, сидерит. В общем, вы представляете, надеюсь, сколько времени, труда, проб и ошибок было совершено, прежде чем сделать такой слиток. Я постараюсь его отковать по рекомендации мастера и сделать тесты по резу. Надеюсь, не опозорить нашу Рашу в этом международном эксперименте. Для тех, кто ничего не понял из вышесказанного, объясню на кошках, то есть на картошках. У нас есть задача. Нам надо получить картофельное пюре, то есть булат. В первом варианте мы идем в магазин, покупаем картошку и кидаем ее в кастрюльку. Варим ее при 80 градусах, допустим, 1 час. В итоге получаем вареную картошку. После расковываем ее и получаем пюре. Задача выполнена. Во втором варианте мы опять идем в тот же магазин, покупаем точно такую же картошку, но варим ее уже при 100 градусах 20 минут. В итоге получаем такую же вареную картошку, которую после расковываем и получаем то же самое пюре, что и в первом варианте. В третьем случае мы уже берем лопату, идем в поле, копаем грядки, сажаем картошку, окучиваем, собираем крылатских жуков, выкапываем. Получаем ту же самую картошку, что и в магазине. Если повезет, конечно. Вдруг не урожай или жуки съедят. Далее то же самое. Варим картошку, получаем вареную картошку, расковываем, получаем то же самое пюре, что и в первых двух вариантах. Первый вариант по трудоемкости рядом не стоял со вторым. А второй вариант — это детский сад с третьим. Но кто-нибудь видит разницу в пюре, которое мы получили? Я нет. В итоге мы в идеале получаем пюре с разделенной карбидно-перлитной структурой. Какое пюре будет самое настоящее? И как отличить одно пюре от другого?
Я не знаю, если вам мастер не расскажет, никто не узнает. Я вижу только кратное усложнение технологической цепочки от варианта к варианту с прогрессирующей вероятностью допустить ошибку на одном из этапов. Мне проще за картошкой сходить в магазин, чем копать поле, поэтому предлагаю не мериться легендами и не сравнивать с собой булат по технологии, а сравнивать необходимо само пюре на вкус, то есть ножи на рез. За первым типом булата стоит вся громада современной индустриальной технологии, проверенная столетиями. За третьим этапом стоит кропотливая работа одного мастера. Вот и вся разница. Итак, клинок закален. Я попытался его заточить, но ничего не получилось. Кромка начала крошиться, вернее не крошиться, а даже отваливаться кусочками. Я сделал второй отпуск 200 градусов, это не помогло. Сделал отпуск еще раз на 220 градусов, тоже не помогло. Сейчас отпуск 230 градусов. Сейчас попробую его опять заточить. Вот он получился такого синего цвета, и видно рисунок уже даже в таком неотполированном виде. Итак, четвертая попытка заточить клинок. Он продолжает также слоиться. Вот если видно, вот здесь вот прям отваливается такими полосочками, пластиночками. Угол 25 градусов. Все мои ножи из отожженного булата и не только держат этот угол без проблем. Здесь связано, по всей видимости, со структурой. Слишком большие скопления карбидов, и они, собственно, и отваливаются. Вернее, отпускать дальше уже смысла нету. Уже некуда. Буду пробовать более мягко. Относительно откованного слитка могу сказать следующее. Слиток куется мягко, как обычная углеродка типа У-10. Никаких раковин и трещин. При ковке хвостовика из пластины немного размочаливается торцевая часть слитка, но это для булата нормально. Немного сыпется окалина, возможно, высоковата температура ковки. Температура закалки, предложенная мастером, существенно завышена. Кромка крошится даже после сильного отпуска. Я попробовал свою закалку, как для стали У-10, и стало заметно лучше. Но точится также довольно жестко с проскальзыванием. Также присутствует небольшое слоистое выкрашивание кромки на углах 25-30 градусов, что свидетельствует о сильной неоднородности слитка. Данная проблема присутствует на всех самоварных булатах. Их часто просто невозможно заточить на малые углы. Поэтому производители самоварных булатов обычно рекомендуют точить ножи на углы больше 40 градусов и грубыми абразивами, чтобы скрыть данную проблему.
Сообщу небольшую хитрость, которая мне помогает при изготовлении клинков. Дабы узнать, насколько хорош ваш клинок, попробуйте заточить его на 25 градусов, 12,5 на сторону. Если он не крошится при нормальной твердости примерно от 58-60 единиц, то, скорее всего, вам повезло, это хороший нож. Возможно, булаты стоит закаливать, как написано в литературе, на тростит или сорбит. Мартенситная закалка для булатов жестковата, по моему мнению. По результатам тестов на канате, качество и агрессию реза данных булатных клинков можно сравнить с У-10. 3 тестированных клинка показали результат от 1 до 1,3 эталона. Это немного ниже, чем близкий аналог из булатизированной У-10 или ШХ-15, которые в среднем у меня дают 1,5 эталона и гораздо лучше точатся. Самоварные булаты, которые ранее бывали на тестах, редко когда дают более половины эталона в авторском режиме термообработки. Возможно, если слиток был бы больше, можно сравнять результаты с У-10, но он достаточно мал для длительных экспериментов с термообработкой. А следующий слиток может существенно отличаться от предыдущего, так что с самоварными булатами есть свои сложности в термообработке. Вывод мой остается прежний. Самоварный булат в нынешнем историческом этапе ножеделия скорее для души и красоты, чем для работы. Но делать его интересно из-за рисунка. А если подобрать режимы, то будет резать почти как серийный порошковый нож. Но таких самоварных булатов я пока не встречал. Возможно, кто-то пришлет. Будем ждать. Так, опять булат из Словакии от Бронислава. Ковал Женя. Он же закаливал, он же во всем виноват. Да-да. Это получше, по-моему, заточился, чем тот. 0,3. Ну, смог. Смог. В этот раз смог. Ну, здесь более корректный угол. Что там, запись идет? Запись. Запись. Идет, запись. О, рыжий пришел. Красавец, давно тебя не было. А мы всю колбасу сожрали, нечем тебя угостить. Сейчас найдет, что-нибудь сожрать. Итак. Да вот ему пластиковая штука. Да он Ну тебе что, не жрет. морда квадратная, приперся. Режем. Опять безобразничаешь. Но это дольше будет резать. Мне так кажется. Где? Да, не да. Но тот-то на 30 где-то сдулся, на 50. Да. 30. Вот, этот на 50 еще не был. Дальше. 3,6. Там намного дальше. 3,6. Там
100? Вроде. $5,5. Какой у нас экономный. 100 канал. резов 5,5. Ну во, уже эталон перебили. Ну, в общем, он опять прям так. 15, я больше не могу. Я устал. Ухожу. Я устал, я ухожу. Ну, ведет себя как углеродка. Не, ну слушай, ну тут нет ничего, еще давай режь. Ну, а что он так туго режет-то? Ну я, это булат, потому и туго. Ну, вначале ничего, а потом это вкус. Да не, ну все, 15. Ты 130 раз, но он просто уже не режет. Непонятно, чем он канатик режет. Он уже на 2 раза не режет. 7. Ровно 7. Сколько получилось у тебя? 130? Ну, вроде да. Ну что, очень неплохой результат. 130 резов, ровно 7 килограмм. Ну, тут есть парочка маленьких заминов, прям маленьких-маленьких, прям миллисиликусечных. И все. Я молодец. Ты молодец. Да, ладно, жри, Это всё. пластмасса, он сейчас Да, подавится. да, это он все сожрет. На.